Ассалаумағалейкум, құрметті қазақстандықтар, құрметті қазақ елі. Соңғы жаңалықтарға байланысты аннан-мұннан естігенше өз аузымнан естісін деп осы видеоны жазып отырмын. Ең бірінші осы тақырыпты бастамастан осы қиын кезде осы дүниеден өткен бауыр қандастарымыздың әке-шешелеріне, туған-туысқандарына қайғырып көңіл айтамыз. Біз сіздермен біргеміз. Бауырларымыз біз үшін батыр болып қала береді. Сондықтан біздің шын жүректен қайғырып көңіл айтамыз сіздерге. Енді сіздер қазір өте қиын, біз сіздермен біргеміз. Иманды болсын, бауырларымыздың жатқан жері жайлы болсын. Енді кешегі оқиғаларға келетін болсақ, біз ең бірінші мирный бейбітшілік митингіне шыққан болатынбыз. Батыстық бауырларымызды қолдап, соларға мына оңтүстік Қазақстанда, шығыс Қазақстанда бауырларының бар екенін, біз халықпен бірге екенімізді көрсету үшін митингқа шыққан болатынбыз. Ол митингті как все начиналось? Мы с ребятами собрались на заправке Космо и всех собрали. Получается, мы собрались, никто никого не ломал, ничего не нарушал. Когда народ только начал собираться, приехала милиция, замы, начальник МВД, РУВД, приехал сам аким района, зам акима города, прокуратура, все они были там. И все они были, что этот митинг, весь этот процесс проходил мирно, никто никого не избивал, не сжигал, все проходили мирно. Мы были там около 5-6 часов, записали видеообращение государству, наши требования, что мы требуем. В основном это было экономического характера, чтобы продукты питания, бензин, газ, все это не повышалось, и чтобы государство взяли контроль, и те, кто подняли цены, ушли со своих постов, такого характера. Конечно, без стычки, без спорных моментов не проходило. Как я мог, я защитил, и ни одного сотрудника милиции, полиции, прокуратуры, из государственных органов, ни один житель, ни один митингующий их пальцем не тронул. Мы все провели очень мирно, хорошо. Ақсақал аяғында шығып, батасын беріп, сол жерден үйден тараған болатынбыз. Одан кейін, как только я стал выезжать оттуда, мне позвонил зам акима и попросил, чтобы я помог успокоить народ, так как народ меня слушает, уважает, по его словам. И я решил поехать и в сторону Халк-Арена и поговорить с народом. Я очень спасибо народу, что меня они тепло встретили, құрметпен қарсы алып, сөз беріп. Там я сказал речь, айттым, осылай құрметті ағайындар, бауырлар, біз мына жақта өз-өзімізге жау емеспіз. Елімізді жағып, өртеу, қиратудың керегі жоқ. Біз батысты қолдау үшін, және де мемлекет бізді есту үшін осы жаққа жиналып жатырмыз. Қазір біз мына жолды жаппайық, жолдың үстінде тұрмыз. Мына жақта скорая помощь бар, жұмыстан келетқан халық бар, үлкен кісілер бар, бала-шаға бар. Олардың бәрін қорқытпай, шошытпай, мына жолдан кетейік, бір жерге барып жиналып тұрайық та, сонымен айтатынымызды айтайық деп, халықты сол жақтан алып кеткен болатын. Как вот это все закончилось, я вернулся домой, и все эти дни был у себя дома. Я был за городом. Конечно, в этот момент интернета не было, ни интернета, ни связи же не было, я был недоступен. И через день-два, через моего друга мне позвонили сотрудники КНБ, и мне сказали, почему ты. Я с ними вышел на связь, поговорил, они говорят, почему ты в бегах. Я объяснил, что я не в бегах, что здесь у нас сеть не ловит, поэтому я недоступен, я ни от кого не убегаю. Почему ты не в городе? Когда меня спросили, почему я не в городе, я сказал, что когда я оттуда уезжал, с собой не было никаких документов. Если я сейчас попробую пройти в город, то
меня начнут обвинять, что я нарушаю закон. И мы с ним, в общем, договорились, что мы с ним в 4 часа в городе, в здании КНБ на Байзакова 275А встречаемся. Мы с ним договорились, что он сказал, что я нигде не в розыске, никто меня не ищет. Просто приедь, мы с тобой проведем беседу полчаса, и ты спокойно можешь ехать куда хочешь. И я зашел домой после этого разговора, зашел домой, переоделся, помылся, только собирался обедать и поехать к ним навстречу. Ко мне вырывается по непонятным причинам ОМОНовцы, спецназовцы, без никакого объяснения, без никаких документов, вообще без оснований задерживают меня, избивают, там отца моего побили автоматом. И вот так упаковали и забрали нас. Забрали и привезли в ДВД. Как только мы зашли в ДВД, никто ничего не предъявлял, без никаких оснований, документов. Никто не объяснил, в чем нас обвиняют, что мы сделали. Без ничего начали нас избивать. Около 5-6 часов мы пока находились, они применяли против нас силу. И никто из них не объясняет. Там были слышны разговоры, что из-за меня люди гибнут, из-за меня они потеряли сотрудников. Если вы такие все герои, если вы все такие там детские, почему, когда народ был, беспомощный народ был на улице, почему вы от террористов или от кого там не защитили их? Почему вы все убежали, и когда все это закончилось, вы применяете, там, показываете нам силу? Что вы хотели этим доказать? Что у вас пока есть власть, вы можете там пить кого-то, избивать? Я вот этого понять не мог. Если бы я хотел бы, если бы из-за меня все это случилось, если из-за меня погибли ваши сотрудники, если у меня изначально было бы плохое намерение, то я вас, ни одного из вас, я бы не отпустил бы из заправки. Потому что народ, вы все это видели, вы сами были, народ вас хотели просто вас сожрать. Я между народом и вами, я один стоял и всем говорил, что это не наши враги, что они пришли, чтобы защитить нас. Я же вам не дал пальцем вас тронуть. Почему начальник ДВД, там, не знаю, все начинают против тех людей, которые лежат на полу, в наручниках, вы начинаете просто избивать. Вот этого я не понял. И что для меня не ясно, это то, что если мы невиновные, если мы виновны, если нас приезжают домой без никаких документов, без никаких предъявлений, обвинений, забирают из дома, избивают часами, голодными, держат в МВД, в РУВД, то почему нас просто так отпустили, если мы виноваты? Почему вы нас отпускаете? Мне вот это не ясно. Почему весь этот цирк? Зачем тогда было ловить, если мы тем более договорились с вами встретиться, все обговорить и мирно все решить? Почему тогда весь этот цирк? Я просто не понял. Если вам государство дал вам, какое вообще дало право, чтобы вы вот так обращались не только со мной, вообще в целом с народом вообще? Как вы можете такое себе позволить? И еще не просто вы над нами издевались там, избивали. Зачем было? Вы все знаете, что меня знают. Я не только в Казахстане, но и в странах СНГ. Я выступаю, защищаю честь страны, меня знают. И почему, на каком основании вы снимаете видео, делаете фото, где избитый весь в крови, все лицо, нос разбито, губа разбита? Зачем? Вот это фото вы, на фото, какое имели вы право снимать и выставлять это в социальные сети? Вот это почему в здании ДВД такой бардак происходит? Вот это. Кто это может объяснить мне? И в конце мне бы хотелось сказать, что я вообще планировал еще лет 5 выступать, продолжать карьеру, прославлять страну, но так как вся эта ситуация случилась, конечно, спасибо, не без участия органов, правоохранительных органов, я решил завершить карьеру. Я официально завершаю свою спортивную карьеру, и у меня начинается новая глава, новая карьера в моей жизни.